Ремонт и реставрация объектов культуры проходят и в Чебоксарах. Театру юного зрителя за 3 года выделили 31 миллион 730 тысяч рублей. Сейчас наш театр, он благоустроен. Внутри все кабинеты, все помещения отремонтированы. И мы в 2020 году на деньги, выделенные на юбилейные даты, отремонтировали полностью, благоустроили нашу территорию. Заменили старые асфальтовые покрытия вокруг здания. Перед центральным входом выложили брусчатку с чувашским орнаментом. Установили освещение. В скором времени здесь поставят новые скамейки и откроют светодиодный фонтан. Сейчас ремонтные работы продолжаются во дворе, но к их завершению у театра уже имеются новые планы. Со временем здесь хотят построить пристрой для хранения реквизитов и декораций. С 2017 года масштабный капитальный ремонт идет и в Чувашской государственной филармонии. В обновляющемся здании уже установили лифт, и буквально на каждом этаже трудятся рабочие. В этом году к сентябрю на 149 миллионов сделают работы. Дополнительно еще на 60 миллионов купим свето-звукооборудование. Вот эти работы, я думаю, к сентябрю будут закончены. Потом останутся работы по сцене. Также будет возможность, это очень хорошо для проведения концертов, гостевая стоянка будет на 100 автомобилей. Отсутствие парковочных мест всегда доставляло неудобства гостям и зрителям филармонии. С решением этой проблемы артисты надеются на повышение посещаемости мероприятий сельскими жителями. Третьим объектом, который посетила наша съемочная группа, стал музей имени Чапаева. Открыли его в 1974 году. И с тех пор такого крупного капитального ремонта, который был сделан в течение 2018-2019 годов, не делали. В рамках празднования столетия чувашской автономии на ремонт здания было выделено 13 миллионов рублей. На выделенные средства мы полностью обновили коммуникации, это электроснабжение, это тепло. Кроме этого, полностью заменена крыша, окна. У нас обновлена облицовка стен, что снаружи, что внутри. И работая над ремонтом, мы себе ставили цель, чтобы максимально сохранить облик этого музея. Именно поэтому, заменяя паркет, старались сохранить первоначальные рисунки, которые были сделаны в советское время, чтобы музей оставался памятником того, существовавшего ранее музея. В течение 2 лет была произведена полная реставрация дома Чапаева. Изначально по проекту реставрации планировалось заменить некоторые бревна дома Василия Чапаева, которые были оценены как подлежащие замене. В итоге, комиссией было установлено, что бревна полностью подвержены гнили с внутренней стороны, сени полностью сохранены. У нас здесь печка ранее стояла на бревнах, просто без фундамента. И в связи с этим у нас пол немножко прогнулся, поэтому мы сейчас его поставили на фундамент. Не остались без внимания и прилегающие к музею территории. Для удобства посетителей перед домом Василия Ивановича расширили тротуары и положили брусчатку.